том, что случилось с его отцом, он узнал благодаря президенту Горбачеву. Айтматову дали возможность ознакомиться с закрытыми документами. А вот о том, где захоронен расстрелянный отец, ни он, ни Роза не знали еще много лет. Обнаружилось это совершенно случайно. Это очень известное среди нашего населения место, называется Чонгташ. Когда-то здесь находилась дача НКВДшников, и вот в этом месте как раз был построен кирпичный завод. Вот здесь твой дед, мой отец, Туракул Айтматов. Когда 8 ноября расстреляли 137 человек во дворе Фрунзенской тюрьмы, их надо было где-то хоронить, так, чтобы никто не видел, не знал. И тогда решили разрушить этот завод, а его камеру для обжига кирпичей использовать как могилу. И привезли сюда 137 тел и побросали в эту яму. А неподалеку был пионерский лагерь тогдашний. И сторож этого пионерского лагеря, оказывается, знал. И он был единственным свидетелем, который видел это и приходил сюда, молитвы читал. Но никому не мог об этом рассказать, никому не мог открыться. И вот уже спустя полвека, уходя, он дочери своей сказал: вот в этом месте, на Чонгташе, были расстреляны сотни людей, тогдашних, вот, активных, передовых, наиболее способных людей, всех их уничтожали. Через 53 года только раскопали эту могилу и определили, кто здесь захоронен, благодаря тому, что в этой могиле нашли обвинительное заключение наших отцов. А теперь это святое место. Твой дед здесь. Помни всегда. Помни.